года уже позади. 11 марта завершилась третья экспедиция. 3 апреля представители власти, научной среды и участники экспедиции подвели промежуточные итоги проекта и оценили его перспективы на круглом столе, организованном компанией «Аквафон». Нисва Аржба расскажет подробности. Участники одного из самых масштабных проектов, ученые и журналисты собрались в новом конференц-зале компании «Аквафон». Делились эмоциями и впечатлениями, рассказывали об увиденном и планах, которых, как оказалось, у участников проекта «Горная Абхазия» времена года еще великое множество. Разговор получился на удивление яркий, интересный и красочный. Одна из главных побед – это то, что о Горной Абхазии путем интернета, телевидения и других информационных средств узнали миллионы людей. И несмотря на то, что предстоит узнать еще очень многое об абхазской природе, уже на данном этапе удалось осветить ранее неизвестные ее грани. За время тех 3 экспедиций, которые мы уже провели, у общественности и у наших экспертов возникло очень много вопросов. Они хотят поделиться своим опытом. И вот сегодня такое промежуточное подведение итогов проекта «Горная Абхазия», где мы расскажем о том, какие цели и задачи мы перед собой ставим, что уже сделано, и, соответственно, надеемся услышать интересные вопросы и дополнения от наших экспертов. Горная Абхазия стартовала в начале февраля и за это время набрала большую популярность. Горная Абхазия времена года – уникальный проект, и это отметили все участники круглого стола. Подобного рода проект, он уникален с одной стороны, с другой стороны, он не просто представляет собой экспедицию, он представляет собой открытие Абхазии в наиболее интересные и неизвестная часть сезона. Дело в том, что зима в Абхазии является как раз-таки наименее изученной с точки зрения не только науки, но и, как выяснилось, эстетики. И именно эта часть экспедиции, ее эстетическая часть экспедиции, пожалуй, является на сегодняшний день, может быть, самой ценной, самой привлекательной. Государство и далее будет поддерживать проект, ведь его цель – открыть красоту высокогорной Абхазии широкому кругу людей. Абхазия более чем на 70% – это горы. Значительную часть территории занимают национальные парки и заповедники. В каждом районе свой уникальный рельеф, уникальная красота. Полагаю, что ребята сделали действительно большое дело. Завидуем мы им все белой завистью. С уверенностью могу сказать, что этот проект, он выдающийся и выходит из всех остальных. И я горд, что мы были рядом, Тенгиз, с вами. Мы вам помогли и в дальнейшем во всем будем вам содействовать. Генеральным спонсором проекта «Горная Абхазия. Времена года» компания «Аквафон» стала с самого начала. Главная цель – показать людям невероятную красоту зимних гор Абхазии. Я думаю, что мы будем помогать этому проекту, насколько нас хватит, наших сил. Я и сам с удовольствием один раз слетал туда к ребятам, когда они находились на стоянке ПЭФ. Было очень интересно. За разговорами пролетел не один час. Участники круглого стола говорили о ценности природы, экосистемы гор, запретах и правилах, которых на протяжении сотен лет придерживались наши предки. Завершением мероприятия стало торжественное награждение победителей масштабной интернет-акции Сычхатыла, организованной компанией «Аквафон» в рамках проекта «Горная Абхазия. Времена года». Ее победителем стала Амина Кварчия. Приз, сертификат на полет с командой проекта на вертолете вручили сестре-победительнице. Сама Амина находится на учебе за пределами страны. Хочу выразить огромную благодарность команде «Горной Абхазии» и генеральному спонсору «Аквафон» за такой интересный и креативный конкурс.
Работ было прислано много. Организаторы акции с Ичхатыла учредили еще несколько номинаций. Лучший пейзаж, новое измерение и тропой экотуриста. Лучшими стали Георгий Салакай, Иракли Квициния и Амин Адбар. Нисфарш Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. До встречи на следующей неделе.